признание Путиным так называемых ДНР и ЛНР, на ваш взгляд, изменило реальность? Я более чем уверен, что многие, в том числе международные партнеры, а не только в Украине, считали и, в принципе, рассчитывали как таковые, что этого признания не состоится. В частности, я относился именно к той категории людей, которые считали, что весь этот фарс, который затеяла КПРФ с обращением к Владимиру Путину относительно признания так называемых ДНР и ЛНР, это не более чем именно такой вот фарс политический, локальный для внутреннего потребления, для привлечения внимания. Почему? Потому что само по себе это признание, так условно назовем его, оно не несет абсолютно никакой пользы не оккупированным территориям. Пожалуйста, пример — это Абхазия и Южная Осетия, которые сейчас просто находятся в состоянии глубочайшего экономического и социального кризиса. При этом являясь, несмотря на то, что их признала, видите ли, Российская Федерация, являются международными изгоями. Это первый момент. Оккупированным территориям абсолютно никакой пользы. В том числе это никакой пользы не дает и никаких приоритетов не дает Российской Федерации. А как раз наоборот, это дополнительные санкции, ограничения, это опять-таки политическое недопонимание. Поэтому люди, которые руководствуются логикой и рациональным мышлением, здравомыслием в конце концов, они все относились к подобного рода инициативе исключительно как к политической игре, повышении ставок в, скажем так, диалоге с странами Запада, непосредственно Североатлантическим альянсом, и попыткой выторговать каких-то преференций себе вот в спорных вопросах. Но оказалось на самом деле, что в Кремле действительно не пользуются рациональным мышлением, логикой, а также здравомыслием. С этим большие проблемы. И любые шаги последующие, которые будет делать Российская Федерация, нужно расценивать именно так. К сожалению, но за эти 8 лет в цивилизованном мире перестали относиться к Российской Федерации действительно как к бабуину с ядерной дубинкой, а именно так к ней следует относиться. И этот именно акт, шаг, назовем его так, он подтвердил эту истину. Пане Олександре, вот сейчас как раз президент России Владимир Путин дает пресс-конференцию. Она буквально час назад Совет Федерации России разрешил Путину использовать армию России на Донбассе. Там, оказывается, на Донбасс они отправят своих военных в качестве миротворцев. И Путин сейчас сделал заявление. Он сказал, что самым лучшим решением вопроса было бы, чтобы сегодняшние киевские власти сами отказались от вступления в НАТО и придерживались бы нейтралитета. То есть вся эта авантюра, признание так называемых ДНР, ЛНР, зачем? Чтобы Украина отказалась от вступления в НАТО? Это все продолжается в парадигме так называемых гарантий безопасности, которые выдвинула Россия? На самом деле я так не думаю. Я не думаю, что это исключительно все ради НАТО. Не забываем, с чего все началось в 2014 году. Не забываем тот проект под таким названием, как Новороссия, который был положен в основу непосредственно дестабилизации Украины и начала гибридной войны против Украины с непосредственно оккупацией полуострова Крым и захода на территорию Украины с восточной стороны, а также дестабилизации по городам Украины в Харькове, в Запорожье, в Одессе. Этот проект подразумевал территории, захват территорий под видом неких таких себе народных республик от Харькова до Одессы. То есть почему же и очень часто российская пропаганда использовала, да и использует по сей день термин «Юго-Восток»? Потому что именно это и лежало в основе плана по захвату территории Украины. И они не отказываются от него по сей день. Они его уже интерпретируют несколько иначе, они его перефразируют, но тем не менее.
Расценивать нынешнее так называемое признание так называемых республик стоит именно с оглядкой на то, к чему стремилась Россия в 2014 году. А стремилась она именно вот к таким вот захватам, к таких территориям Украины, которые ей жизненно важны, опять-таки, чтобы контролировать фактически все выходы к Черному и Азовскому морям, контролировать все порты, опять-таки иметь полный сухопутный коридор к полуострову Крым и, что тоже немаловажно, иметь прямое сухопутное сообщение с оккупированным Приднестровьем, так называемой Приднестровской Молдавской Республикой. Ну и иметь фактически в юго-западном направлении выход к границам со странами Европейского Союза. Разумеется, исключительно из стратегически-тактических умозаключений, никаких либо иных. И похоже, что в Российской Федерации решили в определенном смысле пойти ва-банк и в некотором смысле, опять-таки, проверить на прочность сам Европейский Союз, Европейское сообщество, Североатлантический альянс, Соединенные Штаты. И начать, как говорится, с малого. Этим малым является, опять-таки, так называемое признание. Следующим шагом будут так называемые миротворцы, которые опять-таки не будут иметь абсолютно никакого юридического статуса, точно так же, как никакой юридической силы не имеет это самое признание. А с другой стороны, вот если говорить непосредственно, отвлекусь именно о миротворческом контингенте, так называемом, то знаете, абсолютно нет никакой разницы. Наши вооруженные силы, наши военнослужащие убивают российских военнослужащих с шевронами или без шевронов. Они их убивают одинаково и точно так же одинаково жгут российскую технику. Есть на них какие-то опознавательные знаки или нет, закрашены бортовые номера или не закрашены, буковка Z там или вообще нет никаких буковок. Поэтому в этом плане ситуация несколько не меняется, за исключением одного аспекта, что гибель подобного рода условно называемых миротворцев может послужить, опять-таки, казус белли. Если раньше россияне десятками, сотнями каждый месяц погибали на оккупированных территориях и уходили обратно в Россию в целлофановых мешках безымянными, да, махтомнетами, то сейчас уже будут какие-то псевдоофициальные основания, но не имеющих абсолютно никаких юридических сил. Но России, опять-таки, не нужно никаких юридических, реальных международного уровня оснований. Она действует исключительно из своих вот этих реваншистских, недоимперских амбиций. И опять-таки следующим шагом может быть восстановление, как они это называют, так называемых ЛНР и ДНР в границах областей, Донецкой и Луганской областей. Да, вот, кстати, вчера после подписания этого указа были, кстати, споры между даже российскими чиновниками и политиками относительно того, в каких именно границах признаются так называемые ДНР и ЛНР. И сегодня Путин на пресс-конференции поставил точку на этом вопросе. Он сказал, что Россия признала ДНР и ЛНР в тех границах, которые обозначены в их конституциях. А это означает, что, я так понимаю, что оккупационные силы будут претендовать на подконтрольные Украине Луганские, Донецкие регионы, территории Донецкой и Луганской области, которые находятся под контролем Украины, правильно? Именно так, но все же в этой неразберихе, которая имела место быть даже с границами, отчетливо просматривается то, какое сейчас несколько нервозное, напряженное состояние в Кремле среди политического так называемого бомонда, да? Насколько там неопределенность присутствует. Опять-таки, вчерашнее заседание Совета Безопасности и Сергей Нарышкин, который заикается и мямлет и не может толком сказать, а что, собственно, сейчас обсуждается. Обсуждается включение в состав Российской Федерации оккупированных территорий Украины или объявление их так называемой независимости. Он был растерян и не знал. Многие тоже выглядели, мягко говоря, неуверенно. Все готовы были поддержать все, что угодно, вот, все, что говорил Путин, но при этом не будучи уверенными вообще, что они поддерживают. Это говорит о том, что нету единого мнения, нету единой согласованности, нету какой-то уверенности в своих действиях. Потому что все прекрасно понимают, что за этими действиями первоначально псевдоюридическими, первоначально пропагандистскими,
псевдополитическими. Последуют какие-либо действия, в любом случае, агрессивного характера. И они прекрасно знают об этих действиях. И они прекрасно знают, чем это чревато для Российской Федерации. Опять-таки мы можем вспоминать те же самые санкции. А многие сейчас критикуют за то, что Запад несколько, скажем так, отреагировал не настолько ожидаемо, как хотелось бы. Но да, хотелось бы как-то более разрушительных санкций, как говорилось. Но дело в том, что основная доля обсуждения санкций перенесена на завтра. Во вторник обсуждение будет происходить. Сегодня наиболее активно отреагировали Великобритания и Германия. Великобритания вела первую часть санкций. Борис Джонсон так и заявил, что это первая порция санкций. И она коснулась банков, о которых, хочу сказать, например, многие среднестатистические жители Украины не знают. О них даже не знают многие граждане Российской Федерации. Почему? Потому что такой банк, как Промсвязьбанк, он обслуживает в основном военно-промышленный комплекс Российской Федерации, оборонзаказ Российской Федерации, экспорт российского оружия за рубеж. То есть это достаточно узкоспециализированный банк. Остальные 4 банка на сегодняшний день в основном сконцентрированы для обслуживания рисковых операций на оккупированном полуострове Крым. Поэтому я бы не сказал, что это несколько, скажем так, ни о чем санкции. И к тому же это первый как бы пробный выстрел. Что же относительно Германии, то она порадовала тем, что установлена сертификация Северного потока-2, а для Российской Федерации это был очень болезненный вопрос, и она фактически, организовав в 2021 году энергетический шантаж Европы, уже потеряла на этом энергетическом шантаже колоссальные средства, просто колоссальные для бюджета. И теперь в результате, зная о том, что Северный поток теоретически должен был получить сертификацию в середине 2022 года, узнает о том, что сертификация все, не будет проводиться, пока она не усмирит свой агрессивный пыл. То есть по этому направлению у нее полнейшая фиаско. Теперь у нее остается как бы направление по НАТО, которым она прикрывается, чтобы каким-то образом оправдать свои агрессивные действия против Украины. Посмотрим, как это у нее получится. Время, по крайней мере, на сегодняшний день играет на нашу пользу. И, пане Олександре, если попробовать смоделировать в ближайшей перспективе развития событий, сценарии, которые могут нас ожидать, как вы думаете, в дипломатической плоскости еще остается шанс урегулировать ситуацию, урегулировать напряженность, которая сегодня есть вокруг Украины? Или же Путин, приняв такое решение, уже, в принципе, открыл последний шлагбаум, который может привести к войне широкомасштабной? Возможно, я покажусь несколько чрезмерным оптимистом, но я считаю, что для дипломатии всегда есть время. Дипломатия позволит решить те вопросы и те проблемы, которые в перспективе могут разрушить целые государства. Поэтому дипломатия, она всегда остается актуальной. Но опять-таки, вот с чего я и начинал, это если подходить к вопросу рационально, логично и с толикой здравомыслия. У Владимира Путина этого здравомыслия нет. У него до сих пор в голове вот такая мешанина из недоимперских обид со времен развала Советского Союза. Что говорить, если человек заявляет, что Ленин создал Украину? Но я думаю, что даже Ленин в мавзолее перевернулся в своем саркофаге несколько раз, когда узнал, что он создал Украину. Собственно, подобного рода уже заявления говорят о том, что человек, он несколько живет в своей реальности, и рассчитывать на здравомыслие от него не приходится. С другой стороны, мы должны прекрасно понимать, что Российская Федерация — это не сугубо какая-то монархия, это не сугубо какая-то автократия, либо неототалитарная держава. Это наделы, это фактически территория с феодальным строем, где у каждого феодального надела имеется свой хозяин, свой, скажем так, олигарх, который контролирует свои участки. В 2019-2020 годах это отчетливо проявилось по мере нарастающего коронавирусного кризиса в Российской Федерации, когда в 2020 году вообще некоторые регионы
вразрез с указаниями из центра, запрещали к себе въезд из соседних регионов, выставлялись блокпосты на въезде в тот или иной федеральный округ. То есть, был очень показательный момент, когда вот эта вот локальность, она себя проявила наиболее ярко. Но это если говорить целиком о всей Российской Федерации, раздробленной на вот такие вот феодальные наделы, такие алоды. А если говорить о непосредственно центре, о Москве, то даже там нет единомышленников, 100% исповедующих путь лидера в виде Владимира Путина. Там серьезная конфронтация между силовыми структурами, там серьезная конфронтация и борьба за власть между олигархическими и приближенными лицами к Путину, между, в принципе, как таковым топовым пулом, средним звеном и так далее. То есть это своеобразная банка, в которую напихали большое количество пауков, и в условиях ограниченных бюджетных средств они начинают там вот этот дерибан и последовательное пожирание друг друга. Санкции, которые будут введены в случае каких-либо агрессивных действий, они еще больше сократят финансирование и бюджеты, которые можно дерибанить, воровать и распиливать. Я уже неоднократно отмечал, что с 2014 года по 2021 год российский ВВП потерял из-за санкций более 5,5 триллионов долларов. Если бы не было санкций, если бы не было вторжения России в Украину, не было оккупации Крыма и части Донбасса, то на сегодняшний день ВВП Российской Федерации составлял бы более 3 триллионов долларов. Сейчас это не более 1,5 триллионов долларов в год. И вся эта олигархическая верхушка, которая имеет доступ к распилу бюджета, к распилу финансирования российского, они прекрасно понимают, да, мы сейчас имеем этот доступ, да, мы сейчас пилим и наживаемся. Но если бы не было всей этой авантюры, мы бы могли пилить и наживаться в 10 раз больше. А теперь, если ведут еще дополнительные сокрушительные санкции, нас вообще откинет в палеолит. По поводу санкций, сегодня Джозеф Байден, президент Соединенных Штатов Америки, в 21:00 по Киеву должен выступить с обращением по ситуации вокруг Украины. Чего вы ждете от этого обращения? Это ведь уже 3-е будет за последнюю неделю. Да, и я хочу заметить, что действительно Российская Федерация на сегодняшний день заставляет понервничать многих в мире, многих лидеров, достаточно серьезных лидеров, серьезных держав, имеющих свой авторитет и влияние, международного уровня влияния. И то, что Джо Байден вынужден уже 3-й раз выступать по этой проблематике, но я думаю, что это его не сильно радует. Что я ожидаю? Я ожидаю, безусловно, в прямом эфире озвучивания прямого тезиса, однозначного тезиса о вторжении. Все пора уже называть своими именами. И если это вторжение, то что ж, давайте ждать непосредственно объявления тех самых сокрушительных санкций, которые поставят наконец-то российскую экономику на колени. Именно этого я ожидаю в первую очередь. А говорить, например, о таких моментах, как политической поддержки Украины, финансовой поддержки Украины и, безусловно, поддержки Украины в военно-технических вопросах, я думаю, уже не стоит. Это прекрасно понятно, что эта поддержка будет в любых условиях оказываться, причем в нынешних, на мой взгляд, она даже еще и возрастет в несколько раз с учетом тех условий, которые возникают, и тех угроз, которые уже нависли буквально над нами. Дякую вам дуже, пане Олександре. Чохсагу, що в наше время підключились к нам в ефір, ответили на наші вопроси. Олександр Коваленко, військовий та політичний оглядач, був з нами на прямому зв'язку. А я с вами не прощаюсь, мы сейчас прерываемся буквально на 5 минут. Далее эфир телеканала АТР продолжит информационная программа «Заман». На украинском языке наши журналисты расскажут вам о самых последних и актуальных новостях. А после мы вернемся в эту студию и продолжим информационно-аналитическую программу «Бугунь». Не переключайтесь, оставайтесь первым крымско-татарским. Корушкенджи.